Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы не можем представить свою жизнь без электричества. Электричество – это величайшее изобретение человечества, наш помощник и великий труженик. Однако он таит в себе и серьезную опасность. Электричество не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Поражение электрическим током может быть и смертельным. Ежегодно мы фиксируем 3-4 случая электротравм с нашими детьми. Зачастую наши дети не понимают опасности этого явления. Этим летом в Якутске ребенок попал на территорию подстанции и получил электротравму. Здесь наглядно видно, что ребенок не понимает опасности электричества и на какой объект он попал. Я еще раз обращаюсь к родителям. Берегите детей. Рассказывайте им об опасности электричества. Следите за ними. Но сегодня я хочу обратиться и не только к ним. Свою жизнь с энергетикой связали тысячи и тысячи людей, настоящих профессионалов, знающих все особенности электричества. Энергетика – это судьба, жизнь и история ветеранов отрасли. И сегодня я обращаюсь к вам, дорогие ветераны. Мы все вместе должны объединить наши усилия для того, чтобы дети знали, как безопасно использовать электроэнергию. Сегодня нам поможет это сделать Владимир Андреевич Тимофеев. Он много лет работает на Якутской ТЭЦ, и 3 его детей тоже трудятся на благо родной Якутии. У него 4 внука. Владимир Андреевич покажет своему внуку Максиму, что делать, чтобы избежать электротравм. Электричество вырабатывают электростанции. От них ток по проводам идет на подстанции. Это огражденная территория с большим количеством трансформаторов. Подходить к ним категорически нельзя, и тем более проникать туда. Линии электропередачи предназначены для распределения электрической энергии по проводам. За крепление и подвеску электрических проводов отвечают опоры. Опоры бывают деревянные, металлические, железобетонные. Подходить и влезать на них очень опасно. Об этом говорят предупреждающие знаки. Обязательно обращайте на них внимание. Не играй возле трансформаторов. И хотя они всегда закрыты, но если увидишь открытую дверь или сломанное ограждение будки, то отойди на безопасное расстояние и предупреди взрослых. Если увидишь на улице или в лесу на просеке оборванный провод, отойди на безопасное расстояние 8-10 метров. Обязательно гусиным шагом. Что такое гусиный шаг? Это когда передвигаешься, не отрывая ног от земли, и пятка приставляется к носку другой ноги. В подъезде твоего дома находятся электрощитки. Они часто бывают открыты. Тебе не нужно пытаться закрывать их. Предупреди взрослых. Не пытайся отыскать счетчик вашей квартиры и записать данные. Это сделают взрослые. Не проявляй самостоятельность. Не нужно тебе менять перегоревшую лампу и ремонтировать розетку. Если не работает твой компьютер, то, пожалуйста, не разбирай его сам. Мокрыми руками не прикасайся к электроприборам. Нельзя мокрыми руками включать ни телевизор, ни ноутбук, ни зарядник для твоего смартфона. Как видишь, на самом деле, правил электробезопасности немного. Просто их нужно неукоснительно соблюдать. Владимир Андреевич, здравствуйте. Максим, здравствуй. Спасибо, что помогли нам наглядно показать очень важные уроки для наших детей и внуков. Молодец. Ребята, мы с Максимом постарались показать, что можно, что нельзя делать при обращении с электричеством. Выполняйте наши советы. Я проработал много лет в энергетике, знаю про электричество все. Без электричества нет жизни, но с ним надо обращаться очень осторожно. Оно не прощает ошибок. Якутскэнерго была, есть и будет компания, стоящая на страже интересов наших потребителей. Якутскэнерго – это социально ориентированная компания, прилагающая максимум усилий для повышения безопасности наших детей. Мы вместе, родители, ветераны, компания, заботимся о наших детях. Дорогие друзья, берегите себя, берегите своих близких, наших детей. Безопасность наших детей – долг и обязанность всех энергетиков нашей Якутии.